В октябре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Амедхана Султана, легендарного и любимого всеми героя. Удивительно все же, какой любовью окружена фигура Амедхана Султана. Такую любовь и уважение не завоюешь никакими наградами. Впрочем, их у Амедхана Султана более чем достаточно. Кто же он, этот легендарный человек? Во-первых, Амедхан Султана знал любой ребенок в советское время, потому что это все-таки был еще и, ну, он крымский татарин, он еще был все-таки герой и дважды герой Советского Союза, поэтому во многих городах были установлены бюсты, висели его портреты, и даже в школах коротенько рассказывали, не акцентируя внимание на том, что это крымский татарин. Но дома родители, дедушки, бабушки все гордились этим героем и тем, кто он был. Еще при жизни ему был воздвигнут бюст на родине. О нем писали и продолжают писать восторженные статьи и книги. О нем сочиняются песни. Yavuz düşman yurdumuzga sokulganda Vatan için vuruşlarga sen atlandı. Главный герой первого в истории полнометражного крымско-татарского художественного фильма «Хайтарма» Амедхан Султан. Sen atladın Amedhan bak nerede sultansın Amedhan dillerde destansın Amedhan şöhretin sönmeyecek Я сам в детстве хотел быть летчиком. Вот. И готовил документы в летное училище. Но потом мне все это обрезали, сказали, что по 5-й поправке, я тогда узнал, что такое 5-я поправка, крымским татарам нельзя было быть летчиком, потому что мы могли угнать самолет в Турцию или куда-нибудь еще. Там. Такие были у КГБ опасения насчет крымских татар. То есть мы были неблагонадежные. Вот. Летчиком я хотел быть, именно брать пример именно с героическим Амедхан Султаном. Ну, это я был ребенком. И Амедхан Султан просто такая фигура, которая стоило бы увековечить, и мы это сделали. Хайтарма сделала очень много задач, выполнила очень много задач. Это первый крымско-татарский фильм такого масштаба, который оставил за собой след. Я думаю, что потомки его будут вспоминать. Я даже, если честно сказать, я не помню вот конкретного дня или конкретного момента, как нам пришла мысль построить сюжет Хайтармы вокруг истории Амедхана Султана. Ну, понятное дело, что сама жизнь подсказала, потому что, ну, это правда. Вам, как консультанту по истории, это известно как никому другому. Я, конечно, загорелся этой идеей, потому что, ну, каждый крымско-татарский мальчишка, ну, как минимум мои ровесники знали, кто такой Амедхан Султан. Каждый мечтал быть летчиком, героем. Ну, летчик, герой, благородный человек, погиб в небе, красавец, всегда
болел за свой народ. До кримських татар радянська влада завжди прикріплювала ярлик це колаборантів і зрадників в часи Другої світової війни. Але саме постать Амітхана Султана доводила протилежне, що саме кримські татари були серед тих, хто боролися проти нацизму і не жаліли ні своїх сил, ні здоров'я, ні життя заради того, щоб отримати перемогу над нацизмом. Военный летчик, гвардии майор, дважды Герой Советского Союза, награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, орденом Знак почета и 6 медалями. Лауреат Государственной и Сталинской премии. Амитхан Султан родился в красивейшем уголке Крыма, Алупке, в октябре 1920 года. Отец, лакец по происхождению, родом из аула Цовкра в Дагестане, рано обосновался в Крыму. Здесь познакомился и женился на крымской татарке Насибе. В 1937 году Амитхан поступил в железнодорожное училище в Симферополе. Затем работал слесарем в железнодорожном депо и одновременно учился в аэроклубе. Симферопольский аэроклуб, тогда страна Советов, милитаризированная по самое не могу, страна Советов, которая всюду готовит, где может, парашютистов, летчиков, моряков. Такая вот компания по зазыву молодежи, активная работа ДОСААФ. Ну и, в общем-то, мы видим, что Амитхан Султан этого не избежал после Симферопольского аэроклуба. Качинское летное училище, 1937 год. И вот обошла стороной его семью, его лично, это волна большого террора, для него, конечно же, к счастью. По окончании первой Качинской краснознаменной военной авиационной школы в звании младшего лейтенанта Амитхан Султан направлен в 4-й истребительный авиационный полк Одесского военного округа. Начало войны Амитхан Султан встретил в Молдавии, выполнив несколько боевых вылетов на істребітелі І-153. В перший день німецько-радянської війни, 22 червня 1941 року, він здійснив свій бойовий виліт у складі Одеського військового округу поблизу Кишинева. Затем небо Ростова-на-Дону, а с марта 1942 года 4-й истребительный авиационный полк находится в составе ПВО Ярославля. В небе Ярославля он одерживает свою первую воздушную победу. За этот подвиг Амитхан Султан был награжден именными часами. И награды, и, насколько я знаю, сейчас и в Ярославле и памятник стоит Амитхану Султану, этому воздушному бою. И после этого оказывается внезапно, что молодой парень очень хороший летчик. И этот хороший летчик отправляется защищать сначала небо над Ростовом-на-Дону, а затем в Сталинград. Лето 1942 года. Сталинградская битва. В войне наметился перелом в пользу советских войск. В составе 9-го истребительного авиационного полка, куда вошли лучшие советские летчики, Амитхан участвует в Сталинградской битве. Здесь он снова был сбит и вновь спасся с помощью парашюта. В октябре 1942-го Амитхан Султан становится командиром 3-й авиаэскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, в составе которого он воевал до конца войны. Война продолжалась, а с ней росла и слава султана.
Во фронтовой печати о нем пишут восторженные статьи. К экватору войны он уже легендарный летчик, признанный ас. 24 августа 1943 года командиру эскадрильи 9-го Одесского краснознаменного гвардейского истребительного авиационного полка капитану Амедхану Султану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Karadeniz yalasında doğu postu Ayalarının etekinde kanatlandı Yavuz düşman yurdumuzga sokulganda Vatan için vuruşlarga sen atlandın Yavuz düşman yurdumuzga sokulganda Vatan için vuruşlarga sen atlandın Ahmet Han göklerde sultansın Ahmet Han dillerde destansın Ahmet Han şöhretin sönmeyecek Ebedi yaşayacak insansın Öz yurduna sevgi beslep uç get oldu Korkmay girdik okyanusunda ateşlerge Ülkemizde koş yıldızlı batar oldu Halknen birge yetip geldik yegişlerge Ülkemizde koş yıldızlı batar oldu Halknen birge yetip geldik yegişlerge Ahmet Han göklerde sultansın Ahmet Han dillerde destansın Ahmet Han şöhretin sönmeyecek Ebedi yaşayacak insansın Ahmet Han göklerde sultansın Ahmet Han dillerde destansın Ahmet Han şöhretin sönmeyecek Ebedi yaşayacak insansın Ebedi yaşayacak insansın